Всем привет, и с вами я, Ольга, и мой канал о вязании «Вяжи мама». Это у меня уже второй дубль снятия видео о теге, который я увидела на канале Ольги Бонифатовой. Он таки называется «Ольга Бонифатова. Микровязание». По-моему, так. Если что, ссылочку, ну и так в любом случае ссылочку на автора тега я оставлю там внизу, там где еще нажимайте, и будет ссылочка на канал автора тега. Тег называется «Платные мастер-классы и курсы». Этот тег придумала Ольга. Я увидела у нее на канале его на прошлой неделе. Там всего 10 вопросов. Но вопросики такие интересные. Я не встречала такие вопросы в других тегах. И поэтому решила ответить. Тем более видео подобного формата я уже давным-давно снимала. И думаю, что вам будет интересно послушать мои рассуждения на данную тему. Потому что все мы вязальщицы рано или поздно приходим к тому, что нам приходится покупать платные мастер-классы. Не всегда пользуемся бесплатными. Иногда хотим научиться каким-то новым фишечкам. Посмотреть, как какой-нибудь автор делает ту или иную операцию, тот или иной момент вязания. Так что приступим потихонечку. Заранее хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал. Пишите мне комментарии, ставите мне лайки, дизлайки. Для меня все это очень важно. Очень важно видеть обратную связь с вами. Важно видеть, что мое творчество, кроме меня, еще кому-то интересно. Это очень сильно вдохновляет на создание новых шедевров и на снятие видео. В кадре я буду вязать свою салфетку. Мне осталось вязать последний ряд, и я его уже начала. Вот начало последнего ряда. Но мне, если честно, вот такой вот ряд, мне кажется, он какой-то как обгрызенный. И я буду его свяжу и буду обвязывать еще столбиками без накида. И вот когда вяжешь столбик без накида, потом 3 воздушные петли, столбик без накида, несколько столбиков без накида, типа таких пикошек. Потому что не могу, мне кажется, вот смотрю, кажется какой-то обгрызенный край. Надеюсь, пряжи мне хватит. Вот у меня осталось вот столько пряжи. Это уже у меня пошел в ход 3-й моточек. Так что пока буду с вами болтать, немножечко повяжу. Вопросики я распечатала и буду подсматривать. Так, приступим. Вот мне очень... Вот сейчас вот я смотрю, и цвет передается идеально, так как он должен быть. Это было мое маленькое лирическое отступление. Также пока вот это я готовила вступительную часть, я надеюсь, что вы подготовили чай, кофе, вязание, кто чем хочет сейчас заняться, или отдохнуть, или повязать, приготовились, и надо уже, я так думаю, начинать. Первый вопрос. Вы покупали когда-нибудь платные мастер-классы? И есть 2 варианта ответа. Если да, то как часто? Если нет, то почему? Я покупала, конечно, платные мастер-классы. Наверное, я купила, чтобы не соврать вам, в общей сложности мастер-классов, может, 10 точно, может, 12 максимум, не больше. Так, сразу говорю, не надо мне писать о том, что я неправильно держу крючок. Я знаю, что я неправильно держу крючок. Но это моя фишка такая. Мне так удобно. Так. Продолжим опять. Первый вопрос. Покупали ли вы платные мастер-классы? Да, я покупала платные мастер-классы. Наверное, мастер-классов 10-12 купила. Причем покупала мастер-классы по одежде и по игрушкам. И покупала я только у 2 авторов, по-моему. Вот, одежду у одного автора, а игрушки у 2-го автора. Что-то мне не приходит больше на память, чтобы я у кого-нибудь покупала. Для того, чтобы я купила платный мастер-класс,
меня должна зацепить. Эта вещь или игрушка, что там будет, она просто меня должна зацепить. Просто так я покупать не буду. Так, надо посмотреть. Да. Так, второй вопрос. Какой формат вы покупали? PDF или видео? Ну, те игрушки, которые я покупала, они были PDF формат. Но они были такие несложные, простые игрушечки, но очень атмосферные. Были очень атмосферные игрушки. Это игрушки были Дианы Пацкун. И у нее вот все, что я покупала, это были мастер-классы в PDF формате. И несколько раз я участвовала в совместниках, которые она проводит по своим игрушкам. Прежде чем выпустить мастер-класс, она периодически проводит совместник. И вот несколько раз я участвовала в таких совместниках. А по одежкам я покупала платье. Покупала у Ольги Захарченко. Постараюсь ссылки на девочек, которые я упоминаю, оставить там внизу, там где еще. И у нее были совместники, я покупала, ну и так и отдельно мастер-классы. Причем совместники у нее проходят, она скидывает нам вот по частям задания вместе с частью мастер-класса, мы пишем, говорю, вяжем по своим меркам. И плюс она создает дополнительно... Ну вот последнее платье, которое я вязала, была дополнительная группа, создана в Инстаграм. И она там снимала кусочки видео, выкладывала именно по самым сложным моментам, которые были непонятны, ну, могли вызвать трудности в своем исполнении. И вот такой формат мне очень понравился, потому что на самом деле, вот у меня даже были, хоть я уже вяжу как бы не один год, некоторые моменты у меня, да, вызывали сомнения, и вот эти кусочки видео, которые она выкладывала, помогли мне их решить. Так. Третий вопрос. Какой формат PDF или видео больше нравится? И тут есть два варианта. Как пользователю и как создателю, автору. Ну, я не создавала свои мастер-классы. Отвечу как создателю. Ой, как пользователю. Мне нравится больше всего PDF формат. Ну, с элементами, когда есть в PDF формате ссылки, вставки на ссылки на видео. На YouTube, например. Потому что если будет полностью видеоформат, мне просто очень тяжело полностью воспринимать информацию из видео. Как там вот наберите столько-то петель, провяжите столько-то, в таком-то ряду мы делаем столько-то предбавок. Для меня это все очень сложно. Мне надо видеть визуально то, что я вяжу, как вязать, сколько там петель должно быть, в каком ряду, где там, как ввязывается ручки, ножки. Но также для меня очень важно, что если есть какие-то сложные моменты, автор при создании своего мастер-класса, он же понимает уже, тем более, если он создавал несколько мастер-классов, какие моменты, тем более, я думаю, ему пишут девочки и мальчики, которые приобретают мастер-классы, они пишут ему в личку и задают какие-то вопросы. И он уже, исходя из всего вот этого опыта, понимает, где могут быть возникнуть вопросы, и ссылки делает в PDF, где такие маленькие видео можно просмотреть. И вот такой вариант для меня самый лучший. Потому что я, если честно, не могу понять, как вот можно вязать чисто по мастер-класс, например, по видео. Я как-то пару раз пыталась посмотреть что-то, какой-то мастер-класс, но я не поняла. Хотя, возможно, кому-то идеально подходит просто формат видео.
мы все разные, и каждый по-своему воспринимает информацию, так что я даже не могу отвечать за всех, могу только за себя сказать, что для меня идеальный вариант это когда PDF со вставками, ссылками, например, на YouTube канал, где, ну, да, со вставками на кусочки видео, например, на YouTube, где ты можешь всегда перейти и посмотреть, если тебе какой-то момент непонятен. Так, 4-й вопрос. Сколько часов уходит на создание мастер-класса Кутса с точки зрения покупателя и на своем опыте? Это для создателей мастер-классов. Ну, как я уже говорила, я не создавала ни разу мастер-классы, то могу сказать только с точки зрения покупателя. Наверное, нам кажется, покупателям, что там создать этот мастер-класс. Авторы там вообще херели. Извиняюсь за мой французский. Тем более, они же уже не один мастер-класс создали. Сидят, пишут, ну, связали, записали, быстренько в PDF все это где-то сфотографировали, в PDF оформили и все. У них готов мастер-класс. Но реально, если подумать, то я не думаю, что это такой легкий процесс, как кажется большинству. Потому что, во-первых, в любом случае нам надо вдохновение, чтобы у них вышел качественный продукт. Ну, это мое мнение. Мнение мое с вашим может не совпадать. Так, о чем я? О том, что нужно вдохновение. А вдохновение – это такая капризная дама, которую еще надо выловить. Так что может ее быть и не быть неделями. Плюс всегда в мастер-классе, это ж не просто чисто на страничку описания, всегда же девочки вставляют какие-то фотографии, как они, ну, самые такие интересные моментики, они вставляют фотографиями, как должно получаться. А мы все прекрасно, кто хоть когда-нибудь пытался сфотографировать свое изделие и задавался этим вопросом, а как вообще его сфотографировать, чтобы оно было красивое, и хоть где-то читал какую-то информацию на данную тему, знает, что, учитывая особенно наш климат, ну, что времени вот не так уж и много в сутках, когда мы можем сделать качественную, красивую фотографию. Даже можно сказать, что его практически нет. Это буквально может пару часов. А сейчас как зима, то этого еще мало. И надо же вот подгадать вот именно это время, чтобы сфотографировать ту часть мастер-класса, которую мы хотим донести, показать до наших, ну не до наших зрителей, до нас, для зрителей. 6. И надо всегда это учитывать, то есть автор может один мастер-класс, вот если снимать моменты, которые он хочет показать, писать и до недели, а то и больше. Но если, конечно, он одновременно не будет вязать несколько игрушек на разных этапах одинаково, чтобы просто вот отвязал, вставил и пошел дальше вязать. Ну, это так думаю я. Так, 5-й вопрос. Основной критерий для достойного мастер-класса или курса. Ну, вообще, я думаю, если мы что-то покупаем, значит, это нам должно приносить какую-то пользу, какое-то развитие. Какие-то мы должны нюансики интересные выносить из этого. То есть не то, что зря деньги потрачены, а кому-то на благосостояние, а и нам принесло пользу. Это не просто в виде там красивой игрушки или красивого изделия, что мы там узнаем какие-то нюансы, которые использует автор в создании своих изделий. И не только что мы их узнали, ага, запомнили и положили себе там где-то на задворках памяти. Нет, мы эти все нюансики используем в своих дальнейших работах. Вот в таком случае я думаю, что мастер-класс, он полезен, что мы не зря потратили деньги.
Они сложили где-то там в коробочку до лучших времен. То есть мы должны, покупая мастер-класс, мы должны развиваться. Нам это должно давать развитие. Неудобно так не вязать. Вот я далеко, как для меня, держу крючок. И мне, очень неудобно вязать. Так что крючок убегает, я очень медленно вяжу и даже где-то начинаю считать петли, потому что, непривычно. Так, это у нас был 5-й вопрос. 6-й вопрос. Сколько должен стоить мастер-класс или курс с точки зрения покупателя и с точки зрения создателя-автора? Я только могу с точки зрения покупателя. Наверное, это цинично и банально не звучало, но мы все люди немножко корыстные, кто-то меньше, кто-то больше. И я думаю, что мы все хотим, чтобы мастер-класс стоил подешевле, а информации в нем было побольше. Может, конечно, кто-то и не согласен, но я думаю, вот это и мое мнение, и мнение большинства. Даже не знаю, что еще добавить на этот вопрос. Конкретную цифру я не могу сказать. Вот за какую сумму я могу купить, мне не жалко будет потратить на мастер-класс. Потому что я, когда участвовала в этих совместниках по вязанию платьев, Ольги Захарченко, там же у нее цены тоже и 1200 российских рублей, по-моему, было, какой-то я платила. И мастер-классы там я тоже покупала за 300 российских рублей, которые куколки и, у Дианы игрушки и подороже. Но мне просто это нравилось, мне хотелось. Когда я покупала, я не думала, что ой, как дорого. Хотелось бы подешевле, но просто я говорю, если бы просто не было этого совместника, когда ты тебе поэтапно выкладывают этапы, и ты вяжешь, то я уверена, что я могла купить мастер-класс и просто положить его на полочку. А так просто самой интересно до следующего этапа связать. Так, 7-й вопрос. Можно ли заработать на платных мастер-классах? Как покупатель, я думаю, что, наверное, что-то все равно можно заработать. Не совсем же мастера ничего не зарабатывают. Может, конечно, и не гребут они деньги лопатой за свои мастер-классы, но и не думаю, что вообще ничего не зарабатывают. Думаю, не знаю. Все зависит от автора, все зависит от его раскрученности, от того, какие его игрушки уникальные или нет, или просто какие-то обычные. Тех же медведей, их же миллион всяких похожих. Не кажется тебе, что это медведь одного автора, а потом выходит что-то другого. Так что даже я не могу сказать, даже цифры я как-то и не задумывалась о том, сколько можно заработать на мастер-классе. Я просто думаю, что это все индивидуально. И каждый автор сам ставит себе какую-то планку, сколько он хочет заработать на данном своем мастер-классе. И стремится к этой цифре не только кто-то стремится тем, что ставит цену побольше, но продаст меньше мастер-классов. Кто-то цену поменьше, но у него будет побольше покупателей. Все это индивидуально. 8-й. Был ли у вас печальный опыт при покупке мастер-класса? Тьфу-тьфу-тьфу. Пока у меня такого не было. Пока все мастер-классы, которые я покупала, и сейчас я еще купила курс у Нэнси Упс по ее калочкам. Я вчера начала вязать калочку маленькую. Надеюсь, что я ее свяжу. Голову связала. Очень трудно мне было вязать из мулине. Непривычно. Но я надеюсь, что я с этим справлюсь.
И вот даже еще курс не закончился, он рассчитан на 3 дня, я уже для себя, даже вот читая просто и слушая, узнала очень много нового. Так что пока мне повезло, не было у меня печального опыта, у меня был только положительный опыт при покупке мастер-классов. Так, 9. Каких авторов, достойных мастер-классов курсов вы порекомендуете? Так, порекомендую я платье Ольгу Захарченко, про которую я уже говорила, и периодически я говорю, когда вижу по ее мастер-классам в своих видео. Мне очень нравится ее подача информации, как она подает информацию, какие у нее такие необычные изделия получаются. Так что вот как мастера я ее порекомендую. За других девочки авторов я не могу говорить, потому что я не вязала по их мастер-классам, не покупала их. Ну, может, просто они меня не зацепили. Надо же, чтобы вот даже купить мастер-класс, чтобы вот ты хочешь купить мастер-класс на дальнее изделие, чтобы сошлись, у меня надо, чтобы сошлись звезды на небе. Потому что вот очень часто тоже я вижу вот кому-то, ах, какая красивая игрушка или какое красивое платье. Меня не впечатляет. Мне надо, чтобы просто в этот момент сошли звезды на небе, чтобы я захотела вот связать данное изделие. А по игрушкам мне нравятся игрушки Дианы Пачкун. Хотя, может, кто-то посчитает, что у нее довольно-таки такие, ну, простые схемы. Никаких там сильных сложностей нету. Но мне нравятся ее игрушки, потому что они такие, знаете, вот как... Вот они такие жмякательные, тискальные. Их вот хочется связать. Они атмосферные очень, душевные. Прямо вот то, что вот надо для души. Вот в них влюбляешься сразу. И вот это из того разряда, что вот все самое простое, самое лучшее. Без всяких вычурностей. Именно они с душой созданы, эти мастер-классы. Очень красивые. Еще вот мне, вот я смотрела Ольги вот Бонифатовой тоже мастер-классы, какие у нее есть на канале. Мне очень понравились, и я вот в сентябре, говорю, в марте месяце хочу связать несколько игрушек по ее мастер-классам. Подача ее, вот просто я их слушала под вязание, вроде бы подача мне ее понравилась. Ну, как бы я сильно не вслушивалась, потому что, ну, вязала что-то. Именно они у меня шли фоном вместо болталки какой-то, но как бы мне понравилось, как она излагает. Еще мне нравятся мастер-классы девушки. Анна ее зовут. Ссылку там внизу оставлю. Забыла. Она создает брошки. Вот она периодически устраивает челленджи брошечные. И очень мне нравятся ее брошки. Тоже такие простые, но очень такие душевные, миленькие. То, что вот без всяких выпендрежей хочется связать. Так, 10 вопрос. Пожелание от покупателя создателям, авторам. Пожелание все-таки, наверное, немножко быть, даже не знаю, как сказать, недобрее. Ну, у меня как бы не было такого печального опыта, что, да, совсем мало я повязала, что там авторы, например, ну, не хотят там вот отвечать на твои вопросы. Я там все написал, сами разберетесь. Хотя периодически вот с девочками же я общаюсь, которые занимаются вязанием. Они говорят, что вот некоторые авторы, что продали мастер-класс и все. Отстаньте от меня, сами разбирайтесь. Нет, тьфу-тьфу-тьфу, мне пока такого не попадалось. Так что хочется, чтобы все мы были, ну и авторы к нам, покупателям мастер-классов, и покупатели добрее, чтобы они выпускали, наверное, некоторые почаще свои мастер-классы, и чтобы... Что еще я бы хотела сказать? Так, меня немного отвлекли. На чем там я остановилась? Остановилась на том пожелании покупателя создателю мастер-класса.
быть, чтобы были все добрее друг друга. И когда покупатель обращается к автору, он видел обратную связь, что автор заинтересован был. Ну, покупатель мог обратиться к автору с каким-нибудь непонятным моментом, ну, что он не понял. Все мы разные, кому-то непонятно одно, кому-то непонятно второе, чтобы авторы отвечали своим покупателям именно на эти моменты. Ну, бывает же, что у нас что-нибудь переклинит, тупит в этот момент. Ну, не можем мы даже какую-то простую вещь понять. Так. Ну, чтобы обращались, чтобы они были заинтересованы, чтобы потом этот же человек пришел к ним обратно купить новый мастер-класс и привел своих знакомых, потому что он мог сказать, вот, я не поняла в этом моменте, но автор мне помог, он объяснил мне, как это сделать. Чтобы была, как я говорю, обратная связь, связь между продавцом и покупателем. Потому что продавец, я понимаю, что он хочет продать и забыть о том, что он продавал, создавать что-то новое. А покупатель, он хочет, чтобы, когда он купил, и что-то у него не пошло не так, он мог обратиться к создателю этого мастер-класса и получить разъяснение на свои вопросы. Ну, вот такие мои пожелания. Еще, конечно, будь добрее друг к другу. И вот и все, наверное. 10 вопросов закончились. Я попыталась, не знаю, донесла я до вас, ой, извиняюсь, свою мысль или не донесла. Так что пойду, вот еще у нас сколько, 8 часов сейчас. Пойду сейчас смонтирую этот быстренько. То, что я наговорила, прослушаю. И надеюсь, это мне понравится больше, чем первый вариант. И выложу его. Не знаю, конечно, какие-то сумбурные у меня мысли. Очень сбивчиво. Сама понимаю, давно не отвечала на вопросы. И вот когда давно не отвечала на вопросы, начинаешь отвечать и начинаешь задумываться. А как ты об этом думаешь? И такие, получаются, моменты очень интересненькие, пробелы. Так что, как говорю, буду прощаться. Монтирую сейчас это видео. Вяжу потихонечку салфетку, как говорила, последний ряд. Хотя вот, знаете, сейчас вот повязала. И вроде бы мне нравится. Если еще отпарить, то будут такие штучки торчать. Вроде бы красиво. Ну, не знаю, сейчас свяжу, отпарю. Сегодня у нас какое? 27 февраля. Вот 2 дня осталось. Надо быстро ее довязывать, чтобы была готовая работа. Так что всем пока-пока-пока. Спасибо, что досмотрели до конца мое видео. Подписывайтесь на меня, что спасибо. Ставите мне лайки. Пишите комментарии. Для меня это очень важно. Все, пока. Я пошла вязать. Вязать.